времени суток, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас. Вы смотрите «Город женщин». 2019 год был объявлен годом консолидации. И я задумалась, а что же объединяет всех? Неважно, мужчина ты или женщина, неважно, какой национальности ты. А ведь действительно есть такие темы, которые едины для всех. Это патриотизм, это любовь, это чувство счастья, это активный отдых. И именно на эти темы мы поговорим сегодня. Ее зовут Суиндюкова Арина. Ариночке 10 лет, она ученица 15-й школы, и она яркая представительница дагестанской диаспоры. Вот такая юная, талантливая девочка сегодня является символом единства и дружбы народов нашей республики. И именно сегодня мы посвящаем этому наш эфир. Спасибо большое, Ариночка. Мы провожаем тебя. Умница, красавица. И это у нас, кстати говоря, лауреат многих вокальных республиканских городских конкурсов. Умничка, спасибо тебе за прекрасное настроение утром. Мы тебя провожаем. Ну а в эту студию мы приветствуем Яну Викторовну Игнатьеву. Она является директором Дома дружбы народов, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. Здравствуйте, Яна Викторовна. А также мы приглашаем к нам в студию Ольгу Робертовну Солдатову, ведущего специалиста Центра национальных культур Дома дружбы народов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не зря я уже сообщила о том, что 2019 год объявлен годом консолидации, но в нашем в республике у нас есть две юбилейные даты, которые сегодня мы и хотим обсудить. Хорошо. Яна Викторовна, первый вопрос к вам. В этом году Ассамблея народов празднует 25-летний юбилей. Давайте вспомним, с чего все началось. Ну, накануне Дня народного единства, в год консолидации, Ассамблея народов Республики Саха-Якутия отмечает свое 25-летие. Ассамблея народов является старейшим институтом гражданского общества в Российской Федерации. Значит, нам исполняется 25 лет. Он был создан в 1994 году
по инициативе первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Сегодня ассамблея имеет 14 подразделений по республике, и по республике у нас действует 70 национально-культурных объединений, которые все входят в состав, значит, Ассамблеи народов республики. И мы накануне проводим со 2 по 4 ноября вот итоговые мероприятия, посвященные Ассамблее народа. К нам уже прилетают наши гости. Это эксперты из города Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, из Бурятии, Республики Алтай, из Казахстана, которые будут принимать активное участие в межрегиональном форуме. Да? И, конечно, у нас 2 ноября будет очень много семинаров, там, дискуссий, круглых столов, да, где примут участие все вот общественники, которые, значит, вот объединяет наша Ассамблея народов республики. То есть у нас планируются такие очень масштабные Да, мероприятия, масштабные да? мероприятия. И 3 ноября мы, как Дом дружбы народа имени Кулаковского, открываем 40-й творческий сезон. Вот, и Да. еще одна юбилейная дата, да? Юбилейная То есть здесь дата. уже вопрос тогда к Ольге Робертовне. Расскажите, пожалуйста, 40-й сезон открывает Дом дружбы народов имени Кулаковского. Программа, мне кажется, наверное, будет супер насыщенная и для детей, и для взрослых. Вот поподробнее, пожалуйста, об этом. Да, наш коллектив поставил задачу, ну и такая идея у нас возникла, что сделать 25 мероприятий к 25-летию Ассамблеи. Вот так. И да. вот я вам хочу сказать, что с 1 по 10 ноября мы эту задачу воплощаем в жизнь. Ну, там будут мероприятия разного формата. Это и будут и выставки, и уже, как Яна Викторовна сказала, будут мероприятия, которые связаны с форумом, дискуссионные Интерактивные площадки будут работать. Да. И, конечно же, очень много мы хотим посвятить каких-то выступлений, мероприятий для наших гостей. Такой, как вот, допустим, у нас будет концерт для силами самодеятельности национально-культурных объединений. И стала уже традицией проводить, ну так, мы этнопати, но мы назвали немножко по-другому. Дружеские встречи, ритмы этно. Вот так вот, Да, дружеские да. встречи, Мы- ритмы да, этно. вот именно на этом мероприятии мы нашим гостям показываем весь колорит наших национальностей, которые живут у нас в республике, и танцуем все круговые танцы, начиная с осохай, седи и хоровод. И они всегда там так зажигают, им всегда это интересно, вот именно вот такое интерактивное общение. А я сейчас быстренько приступаю, потому что телевидение всегда как-то мало времени дает. Конечно, конечно. Мы такие. Итак, дорогие друзья, уважаемые зрители, начинаем с 1 числа. Приглашаем всех в 18 часов на 2-й межнациональный конкурс красоты и таланта «Этнокраса-2019». Вот Здесь так. представлены у нас 14 девушек разных национальностей. Я хотела прочитать, но пока не буду, пусть это будет для вас небольшим секретом, интригой. Сами приходите и увидите, какие национальности будут у нас представлены. Самое главное, да. Это будет тайной. Это будет тайна, это будет тайна. секрет и интрижка такая. Приходите, узнайте, какой цвет, какую красоту мы собрали на этнокрасу 2019. 2 ноября всех наших уважаемых гостей, жителей столицы мы приглашаем. Все те, кто интересуется историей нашей Якутии, а именно севером, коренными малочисленными народами севера, приглашаем 2 ноября в 16 часов на фестиваль «Содружество. Живая энергия северных игр». То есть будет в игровом формате. Увлекательное зрелище. Увлекательное что? зрелище, да. Северные игры – это что-то. Обязательно самим хочется поучаствовать. Ой, а мне кажется, здесь необходимо Да, отметить да, да. вход свободный, товарищи. Да, вход свободный. свободный. Вот. Вход свободный. Далее. Так, далее у нас, значит, 3 ноября уже Яна Викторовна сказала, самое такое главное, масштабное мероприятие – это 40-летие творческого сезона. Здесь сразу хочу сказать, всех секретов не будем раскрывать, всех секретов, да, Яна Викторовна? Да, да. Мы хотим сказать, что не только это мероприятие у нас ежегодное, традиционное, но мы стараемся, весь наш творческий коллектив, стараемся его провести в определенном формате, с какой-то изюминкой. В этом году мы тоже придумали какую-то изюминку. Я просто хочу сказать, что весь коллектив Дома дружбы народов одномоментно выйдет на финал. А что они будут делать?
это секрет. Приходите. Вот будет так вот. интересно. Это будет 3 ноября. Это будет 3 4 ноября в 12 часов традиционно мы проводим, ну, это уже Патриотическая акция. праздничный день, День Да. народного На единства, единство. патриотическая акция. Пожалуйста, приходите. В этот день, 12 часов, мы собираем очень много молодежи. И это мероприятие всегда такое энергетическое. Поэтому приходите, давайте вместе с вами скажем: Россия – это мы. Вот так вот, лозунг Да, такой Да, замечательный. сразу с лозунгов начнем. Хорошо. Замечательный проект ждет вас 4 ноября в 17 часов. Русской души святая краса. Все, кто любит славянскую культуру, приглашаем. Этот проект подарит вам таких 3 замечательных коллектива, как народный ансамбль русского танца «Ирилов день», 5 лет которому и уже полюбившийся народу, народный ансамбль песни «Русь» и ансамбль «Сюрприз». Да, да. В общем, такая славянская картинка Да, да. красивая Да, будет. да, да. Далее идем 5 ноября. Тоже проект ансамбля «Сюрприз». Сказ о Петре и Февронии – это всем, кому интересна история Руси. Вот так вот, да? Феврония Очень и Петр интересный Муромский, ансамбль, да, да. очень Очень интересный интересный ансамбль. спектакль, Здесь, да, кстати, в очень, этом да. спектакле участвуют Да. не только дети, но и педагоги танцуют. Да. Чем И он- родители. Да, и родители. И Чем он родители, отличается? да. 7 ноября мы снова возвращаемся к коренным малочисленным народам. Благословение древней земли. Проект творческих коллективов коренных малочисленных народов. Ну, небольшие у нас, конечно, взносы, в смысле билеты, Да, да, да. поэтому На они- некоторые мероприятия, они не да? такие уже На и некоторые. дорогие. Но 200 можно рублей прийти. всего. Это все, кто любит Яна нашу- Викторовна, Да. а у меня вопрос возник к вам. Вот подскажите, пожалуйста, сколько у нас вот общин на территории республики сейчас, ну вот Да. зафиксированных, да? И какая из них самая такая активная, может быть, многочисленная, вот прям на всех этих мероприятиях заявлена? Ага, И какая, хорошо. допустим, самая маленькая? Хорошо, у нас по республике, значит, зарегистрировано 70 национально-культурных объединений и 7, значит, отделений Ассамблеи народов. Вот Но так самое активное вот отделение у нас это Мирнинское отделение, которое, значит, проводит очень много межэтнических мероприятий, участвует везде, да, выигрывает гранты, да. И, конечно, вот самая сейчас активная у нас община это русская община, да, Ольга Да. Робертовна? Да. С приходом у нас нового председателя Подголова община, значит, активизировалась. И, конечно, бурятская община, тувинская община, да, армянская община. Очень активные, Они да? очень активные. Но самая маленькая община это, наверное, наших коренных малочисленных народов, да, юкагеров, чукчей, да, но они тоже очень активные. И, Активизировались. да, активизировали. И вот мы накануне праздника, да, получили буквально вот вчера наш такой вот альбом, да, Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия 25 лет. Юбилейный, Тут, да? значит, юбилейное наше издание, тут, значит, итоги, результаты, достижения Ассамблеи народов за 25 лет. Так что всех вот членов Ассамблеи, да, всех граждан, значит, Республики Саха-Якутия поздравляю, значит, с выпуском такой, значит, значительной исторической книги. Да, спасибо. Мгм. Так, и я знаю, еще есть у нас пару мероприятий, да. У которые мы меня не... остались 2 картинки, Да. но самые интересные. Дорогие Да-да-да. друзья, в наш Дом Любимый дружбы народов с проект. 2017 года начал проект «Золотые хиты ретро». Мы вас Вау. приглашаем 8 ноября. На лучшие песни золотой коллекции ретро, где участвуют лучшие певцы Государственной филармонии, государственного ансамбля Туймада Театр и оперы, полюбившиеся, балета. да, все наши самодеятельные певцы, которых, ну, так очень любят. Поэтому приходите 8 ноября в 19 часов. И завершает наш концертный марафон замечательный, супер замечательный коллектив Сырдык Сюрен. образцовой детская студия эстрадного вокала «Сырдык Сюрен» народных артистов Екатерины и Алексея Егоровых. Им исполняется 15 лет. Вот Это так. будет Все феерия юбилейные, да. звука, феерия света, феерия душевной теплоты. Поэтому Пой- всех приглашаем. Спасибо большое. Вот такой финал будет. Вот такой финал. Итак, дорогие телезрители, не забываем, что с 1 по 10 ноября Ноября. активная, насыщенная программа, посвященная 2 юбилейным датам. Дом дружбы народов приглашает вас. И, конечно же, будет рад, если мы соберем такие, знаете,
масс людей, да, и, конечно, самая главная цель, да, это объединение. Объединение всех народов и народностей. Гармонизация межэтнических отношений и, конечно, развитие этнокультуры народов Республики Саха-Якутия. Саха-Якутия. И дружба народов. И дружба Как народов. наш дом дружбы. Яна Викторовна, а вот что бы вы пожелали к своим сотрудникам, ведь они трудятся, ведь Да. они живут, это прям душа у них болит за ваш вот замечательный дом дружбы народов. Ну, своему вот коллективу, родному коллективу, где я работаю 29-й год уже, Да да? вы что? 29-й год, из них 12-й год работаю генеральным директором. Я, конечно, желаю им позитива, бодрости, духа и, конечно, благополучия в жизни, чтобы у них все было хорошо. Ну, спасибо, я Спасибо. всем скажу спасибо. Да. Я- Вот такие позитивные, Да. творческие, талантливые люди. Мы, конечно, от себя желаем вам дальнейшего процветания. И, конечно, дай Бог, чтобы все-таки Якутия и продолжала быть территорией мира и согласия. Спасибо. Спасибо Спасибо большое. вам. Спасибо. Вы знаете, сегодня утром я ощутила, ну, прям реальный мороз и холод, но спасает в это время, конечно, кружечка теплого чая, ну и, конечно же, теплая одежда. А знаете, мне как девушке хочется, чтобы было и тепло, и комфортно, уютно, ну а также я хочу выглядеть стильно. И для этого я сегодня решила поговорить с управляющей магазина «Коламбией» Верой Гаврилевой. Верочка, здравствуйте. Верочка, где наша? Вот она, наша Здравствуйте. Верочка. Здравствуйте, Здравствуйте. Вера. Давай пообнимемся, Ага, поцелуемся. Мы прямо уже любим Да. дружим друг. Так, рассказывайте, Вера. Ну, магазин «Коламбия», конечно, уже сам за себя говорит, да? Но я хочу к тебе вот с таким вопросом обратиться. С чего нужно начать вот выбор теплой одежды? Вот, знаешь, проснешься, насмотришь, налистаешься журналов, думаешь, вот это, вот это, вот это. Но а как правильно-то подойти к выбору? Да, очень хороший вопрос. Чтобы подобрать себе одежду на предстоящую зиму, во-первых, надо будет задуматься о том, какую я хочу, для чего я хочу. В Коламбии вообще существует 3 направления. Это одежда для активного отдыха, одежда для городского стиля и одежда для занятий спортом. Но так как у нас сейчас приближается зима, мы возьмем категорию одежды для активного отдыха. То есть активный отдых – это у нас лыжи, там, Нет, да? у нас не лыжи, для Коньки? активного отдыха у нас относятся куртки, Ага. которые до пояса. Также это обязательно должны быть утепленные брюки. Вот самая Да. хитная распродажа. Да, у нас, да? и мы рекомендуем, чтобы больше сохранялось тепло. Это эффект многослойности. То есть сначала идет термобелье, отражающее, сохраняющее тепло, а потом идет флисовый джемпер. После флисового джемпера у нас обычно идет куртки, и благодаря которым максимальное тепло просто То есть сохраняется сегодня можно при выглядеть вот этой температуре. капустой, да, где у тебя много-много слоев, но при этом быть очень такой модной, стильной и, конечно же, самое главное, комфортно себя чувствовать, да, вот в этой многослойности. Да, чувствовать можно себя как капуста, но внешне вы будете выглядеть очень аккуратно, потому что бренд Коламбия в первую очередь отличается от технологий. То есть наши технологии, они максимально укомплектованы, максимально тонкие, что в современном мире очень важно. Вот значит, это миф, да? Если берешь штанишки, Да. а они вот тоненького начеса, это Да. не значит, что они Это абсолютно не значит, что... не тепленькие, да? Да, Все зависит от технологий. да, Поэтому лучше обращаться к да, хорошим в брендам. Коламбию, да. Да. Ну что, давай мы не будем много говорить об этом, давай уж лучше посмотрим. Да, И там давайте уже на посмотрим. деле Да. разглядим все и обсудим. Но приглашаем первых, наверное, конечно же, приглашаем девушек. Да, Вначале начнем девушек. мы нашу коллекцию с представления женских образов. Мы сегодня хотим показать нашим телезрителям, как я уже сказала, есть 2 направления для зимы. Это одежда для активного отдыха и для городского стиля. Например, вот эта вот девушка у нас одета для активного отдыха. У нее получается обязательно, что будет очень удобно при любом движении, это короткая куртка. И обязательно вот такие must-have этого сезона, это белые утепленные брючки. Белые. Да, Вот так тут вот. Это они очень смотрятся просто шикарно. креативно Посмотрите, так какой классный образ. И отдельно бы я хотела обратить внимание, это вот ботинки из серии Богабу. Эти ботинки уже рекомендуют себя более 10 лет. Ботинки сохраняют тепло минус 40 и ниже градусов за счет того, что здесь утепление 200 грамм. И вот здесь вот серебристые точки, отражающие, сохраняющие тепло. Да, что До можешь скольки потрогать. градусов Да. можно
ходить в таких ботинках? В таких ботинках у меня такие же, я хожу минус 45, и мне очень комфортно. Всю зиму можно в них Всю проходить. зиму, да, А можно знаете, вот проходить. обычно же открываешь, да, и нам требуется вот людям северным, чтобы там был мех, причем Да, натуральный. да. Здесь такого нет? Здесь такого нету. За счет технологий, за счет современных оборудований Columbia создает технологичную Хорошо, одежду. давай поговорим про курточку, вот про вот эту серебрянку. Да, это- Многие, наверное, думают, что это для красоты, товарищи, нет. Да, но да, эта технология одна из первых, которая была создана Columbia. Называется она OmniHeat. Технология отражения и сохранения тепла. То есть чем больше ты двигаешься, тем больше ты вырабатываешь оно собственное тепло. Отражает. Отражает абсолютно. И обратно верно. тебе дает Да, тепло. обратно. И при том она не пропускает холодного воздуха вообще. Оттуда. И ветра не продуваема. Эта технология у нас всегда есть так на куртках и также вот на жилетах. То есть это вот, знаете, двойной, да, здесь Да, это тепло, двойной, здесь да. тепло. Как я Ну, уже точно, говорила, да. эффект многослойности. Многослойный. В джемпер. После этого у нас флис идет, и можно еще жилетиком. Хорошо, а вот флисовая кофточка, вот тоже много споров, да? Как это, что это? Вот? Флисовый джемпер, да, здесь используются натуральные материалы. Ну, флис по себе я обожаю его за счет того, что он при стирке, во-первых, не скатывается. Флис не должен скатываться. Да, цвет не теряет, форму не теряет, и при этом, ну, очень теплый. Долголетняя вещь, Долголетняя да? вещь, Хорошо, да. следующая модель. Следующая модель у нас будет представлена для девушки, для современной девушки, для городского стиля. Для городского стиля важно сохранять чувствовать себя комфортно, и для этого мы выбираем уже такую удлиненную курточку, чтобы в автобусе и так далее, что белая, чтобы короткая не испачкалась. Здесь также у нас технология OmniHeat. Вот эти вот брюки у нас из коллекции 2019 года, это новая коллекция. Здесь уже ткань более такая приятная, она при ходьбе не будет, да, шуршать, она не замерзнет и так далее, но при этом тоже сохраняет тепло аж до минус 50 градусов. До минус 50 Да, можно ходить. да. Здесь двойной слой синтепона и также технология OmniHeat. И вот эти брюки, обувь Фаеркан, тоже хит этого сезона, они продаются вообще прям сногсшибательно за счет того, что обувь очень удобная, теплая и также она не скользящая. В общем, Не впитывает ни воду, ни грязь. здесь фишка вся в штанишках. Да, здесь фишка будет. Новые самая штанишки, да. синтепоновые, но очень теплые. Да, и цвет мне очень нравится. Columbia, последние наши коллекции, прям очень классные, яркие и молодежные. Здесь мы тоже можем наблюдать, что у нас девушка одета для городского стиля. Ей будет очень удобно, комфортно. Данный образ, он будет температурный режим до минус 20 градусов. Здесь у нас натуральные наполнители на куртке. Это пух перо 100%, 80 на 20%. И также здесь у нас уже брючки идут уже для повседневной носки на флисовом подкладе, что тоже, в принципе, сохраняет тепло до минус 20 Знаете, градусов. издалека даже не посмотришь, что это какая-то, да, спортивная одежда. Выглядит как такие, знаешь, Да, просто да, брючки офисные. да, я бы хотела, да, опровергнуть такую информацию, что Columbia это спортивный стиль и так Нет, далее, нет, но нет. нет, наши дизайнеры Брючки такие работают над клешёные, тем, еще чтобы, посмотрите, черненькие. да, работают над тем, чтобы сделать современным, более комфортным и чтобы всем было комфортно. Очень красиво, захотелось все сразу мне, Да. себе. Хорошо, следующее. Мы не могли, конечно, обделить наших дорогих парней. Да, давайте мужчин. теперь посмотрим на мужскую коллекцию. Мужская коллекция. Ой, вот здесь я вообще ничего не понимаю. Если там я хотя бы на цвет смотрела и на фасоны, на мальчиков, я посмотрю просто на мальчиков. тогда. Ну, что для мужчины важно? Да, это в первую очередь, чтобы ему было комфортно. Наши мужчины работают 24/7, и для этого обязательно в первую очередь для них комфорт. Также мы тоже представляем вам сейчас три образа. Это одежда тоже для городского стиля для мужчины, который любит рыбалку, охоту, может поехать к друзьям куда-нибудь на выходных, но при этом выглядеть достаточно стильно и тепло. А здесь тоже передовая технология, тоже из серии Columbia Bagubу. Это куртки, которые идут 2 в 1. Товарищи, обратите внимание, отстегивается. Да, здесь у нас отстегивается, то есть зимой вот в таком сочетании куртки и флисовый джемпер мы можем носить до минус 20-25 градусов. А весной ветровочка с защитой от воды, от дождя, от снега. Ой, а мы же любим, когда все практично. Еще если бы еще что-то третье отстегивалось, было бы вообще да. здорово. А в мае мы можем походить вот с таким вот флисовым джемпером и в магазин выйти, в гараж, с друзьями, машина починить, все очень комфортно и Вот удобно. так вот. Вот. И есть такая особенность, это гейтер.
Мужчина гейтер. Мужчины же не любят у нас носить шарфы, завязывать и так Шарфы, да? далее. И да, Колумбия предлагает альтернативу. Это будет вот такой вот гейтер, который, во-первых, можно закрыть лицо. Можно вообще вот так Да, закрыть лицо. да, вот так вот вот. полностью Вот. закрыть, да, и как, Гейтер. да, и как спецназ. И при этом у него, видите, шея будет Вера, гейтер, гейтер. Объяснение. Манишка это. манишка. Манишка, Наша современная гейтер. манишка. Да. Тоже на мужчине обязательно флисовый джемпер и фирменная футболка. Давай мы снимем гейтер-то ему. а то он прям... Да, вот здесь у нас тоже одежда для городского стиля. Это может быть студент, это может быть дядя, брат, может так муж наш одеться. Яркая стильная куртка, тоже из новой коллекции 2019 года. Натуральный утеплитель Пухтиро и технология также Omni-Heat. И что мне очень нравится, это то, что в Колумбии продумывают все до мелочей, то есть для документов, для водительского Телефончик. удостоверения, для телефона, да, всегда найдется, в любой куртке Колумбии всегда найдется место, чтобы все наши важные вещи были с нами. И также вот мужская модель у нас тоже из новой коллекции 2019 года. Эти ботинки сохраняют тепло до минус 32 градусов 35. Тоже кажется, как будто Вроде бы да? такие легенькие ботинки Да. с виду, да? Да, как вроде будто бы даже кажется- кроссовочки, а на самом деле они Да. очень практичны. Тоже имеет 200 грамм утепления Insulate и Omni-Heat также. Вот так вот. И третья. Да, и третий у нас образ. Это тоже одежда для городского стиля, для повседневной носки. Тут я уже сказала, что я хотела вам показать эффект многослойности. То есть вниз у нас идет термобелье, обязательно флисовый джемпер и также жилетик. Жилетик мы можем снять, например. Допустим, если находится в машине, куртку можно откинуть и спокойно ездить на жилете. При этом чувствовать себя опять же А комфортно. штанишки-то это тоже Колумбия? Штанишки тоже Колумбия, Да вы что? То есть Тоже вот на- они, опять же думаем, если Колумбия это что-то большое, ватное, огромное. Да, Вот, пожалуйста. да, вы можете посмотреть, что это абсолютно не миф, чтобы быть комфортно в теплоте и так далее. А можно одеться вот так вот очень стильно, комфортно и при этом сохранять тепло в нашей пути. Я знаю, здесь же что-то, вот таких ботинок я не видела Да, раньше. кстати, что-то это новое, то, что да? я показывала как женское, это тоже из серии Бугабу. Ну, вот эти ботинки прям вообще крутые. Они сохраняют тепло тоже до минус 45 градусов, тоже имеют утепление. И у этой модели отличие в том, что здесь подошва разработана вместе с компанией Michelin. А компания Michelin это, которая выпускает шины для машин. А, точно, я думаю, где-то я слышала, Мишлен. Да. То есть здесь резина как на шинах? Да, то есть можно сказать, что у этой обуви подошва как у машины шина. Вот Да, так вот. можно. Ну что, можно так спасибо сказать, большое, да. молодые люди, проходите. Вам, наверное, жарко. У нас не минус 45, Да. конечно. Верочка, ну пойдем присядем. И, конечно же, все-таки, если мы говорим о магазине Колумбия и вот о полностью вот такой экипированной одежде, все-таки это не каждому по карману. Нужно сказать, что все-таки такие вещи, они стоят достаточно дорого. А какие-то акции магазин предлагает, скидки? Да, мы, наверное, один из немногих наших магазинов, которые продаем товар в рассрочку. То есть у нас Рассрочку есть можно? рассрочка, да, она предоставляется от ведущих банков страны, но при этом покупатель покупает его без первоначального взноса и без процентов. А, то есть пришла, померила, выбрала. Да. Первоначального не надо, процентов переплаты никакой. Да, да. Просто нужно паспорт с собой. Паспорт, а оформление занимает всего лишь 10-15 минут, и все, куртка, весь комплект, зимний комплект для всей семьи обеспечен. Отлично, это про рассрочку. А есть ли какие-то скидки? Если, допустим, у меня вся семья, у меня 5 детей, и я хочу вся быть одета в Колумбии. Да, у нас действует магазин наша постоянная акция. Это скидка минус 10%. Мы дарим многодетным семьям, студентам и пенсионерам при предъявлении соответствующего удостоверения. Вот так вот. Да. Ну что, дорогие друзья, напоминаем вам, что тема нашего эфира сегодня это единство. И мне кажется, вот активный отдых, он объединяет всех. А если он еще и вот будет в такой одежде, да, теплой, практичной и удобной, мне кажется, вот здесь мы все будем едины. Да, и у нас именно для передачи «Город Жиж» есть небольшое объявление. У нас сейчас при покупке в рассрочку товара можно выиграть подарочный сертификат на 20 тысяч рублей. Поэтому Вот всех ждем. такая да. замечательная новость. И именно сейчас мы уходим на рекламную паузу. Не боятся снега и мороза грозного. Якутянки, эти дочки неба звездного,
Нипочем им даже лед и вьюги белые, потому они и сильные, и смелые, якутянки, якутянки, якутяночки. Не француженки они и не испаночки, а Вот. свои родные, близкие и нежные, королевы с севера, королевы снежные. Вот такие замечательные стихи якутянки, якутянки, якутяночки в исполнении Эдуарда Корнилова. Это у нас представитель Алекминского улуса, и он у нас, конечно же, поэт. И сегодня я пригласила вас в студию для того, чтобы понять, чем живут поэты в Якутии, что их вдохновляет, откуда появляются такие таланты у нас в республике. Ну а сейчас давайте посмотрим сюжет. А сюжет посвящен у нас идеалу женской красоты. Ну, идеальная женщина – это, например, понимающая, любящая, ну, вот типа такого там. Моника Белуччи, Сандра Баллок, потому что они остаются собой, наверное, женственные и при этом сохраняют свой характер. Такой. Идеальная женщина – это мать. Это, скорее всего, женщины с Кавказа. Ну, добрая, чтобы не обманывала. Ну, в принципе, и все. Ну, заботливая. Ну, наверное, нежная, тактичная, но не мужланистая, как с выхватками такими. Сдержанная, то есть по отношению ко всему. Но она должна все успевать в этом мире. Быть хорошей хозяйкой, мамой, на работе удачливой. Ну и во всех отношениях успевать и за собой следить, и в политике ориентироваться, и в истории. Как-то так. Домохозяйка, чистая, любит свою семью. Женщина, она должна быть умной, красивой и любящей супругой. Идеальная женщина? Ну, это дом, семья, дети, внуки. Красивая, умная, добрая. Которая может готовить, которая может хорошо одеваться, не знаю, которая может хорошо зарабатывать деньги и не живет под плечом своего мужа или как-то так. Все женщины хорошие. Ну, замечательный сюжет, особенно вот последний мужчина, который сказал, все женщины хорошие. Каждый ищет красоту в женщине на разные темы. Кто-то считает, что красота – это в первую очередь ум. Для кого-то красота женщины – это забота и ласка. Кто-то ценит внешнюю красоту. Ну, а наш Эдуард Корнилов с точки зрения поэта воспевает красоту женщины, матери, дочери, природы. Эдуард, когда вы стали писать стихи? Первые стихи у меня родились в 17 лет, когда мне было 17 лет. Это, сказать, школьные годы. Это была первая влюбленность в девушку. И благодаря этому появились стихи. И начал потом я работать над собой. И в процессе начал писать про природу, про маму, про, в общем, про красоту северного края. Якутии. И сегодня сколько вот в вашем сборнике насчитано стихов? Ну, примерно. Я выпустил 2 сборника, в общем, где-то 200 с лишним, около 300. Около 300 стихотворений. стихотворений. Замечательно. Вот, а скажите, конечно, первый вопрос. Вот для меня, человека, который вообще не может сложить там даже самые простые рифмы, откуда вы черпаете вдохновение? Вот интересно просто, проснулся и начал писать, или что-то увидели, или что-то переживания какие-то должны быть? Да, какие-то переживания бывают. Безответная любовь, может Даже? быть. Или красота вот какой-то природы, она как-то, видать, этот снимок какой-то запечатлен в душе. И бывает ночью приходит. Вот эта муза, она приходит обычно, почти, наверное, ко всем поэтам приходит ночью. И заставляет работать, писать. То есть вы ночью пишете? Да, я обычно ночью ложу на ночь тетрадочку и ручку с собой. И во сне, бывает, пишу стихи и просыпаюсь просто и записываю. Это вот бывает вот так. А вот если не секрет, кто вы по профессии? Это вот ваш основной вид деятельности?
Я нефтяник. Вот так вот. Романтичный такой нефтяник, знаете, после трудового рабочего дня, вместо того, чтобы отдыхать, спать, он пишет стихи, да? Ну и бывает во время работы тоже. Во время работы тоже, да? А кто для вас вот идеал женской красоты? Вот мы посмотрели сюжет. Кто для вас все-таки идеал женской красоты? Ну, идеал женской красоты, это в первую очередь это мама. Мама. Моя мама, которая с детства впитала нам как бы с молоком, своим молоком, любовь к родине, к природе, к уважению к старшим, уважение к младшим. Ну и вообще я просто от своей матери, она как бы является мне эталоном, можно сказать, женской красоты, доброты, верности, любви. А вот если не секрет, я знаю, у вас есть такое стихотворение, как «Азиаточка моя, азиаточка», да? «Якутяночка моя, якутяночка». Кому вот посвящены эти стихотворения? Азиатка, это стихотворение посвящено моей жене. А можно несколько строчек, пожалуйста, Да? из «Азиаточки»? Ну, очень трогательное стихотворение. Азиаточки. Я вот извиняюсь, то, что я забываю, как бы. Да, конечно, стихи. это нормально совершенно. Как она целует меня сладко на заре блаженных летних дней, милая, родная азиатка смешанных алекминских кровей, как она встречает у порога под дождем промокшего меня и, одежду сбросив, спросит строго: не сидится, что ли, у огня? Для меня она всегда загадка, мне она жена и близкий друг, как она смеется, азиатка, так светло становится вокруг. Мне она роднее всех на свете. Мне она жена и близкий друг. Я люблю, я пропал, попавшись в ее сети, ловко приготовленных судьбой. Вот так вот, да? И у вас замечательная супруга, но вы также отец очень красивых дочерей. Посвящаете ли вы стихи своим детям? Да, я вот посвящаю жене, маме, дочерям. И у меня вот сейчас родилась внучка. Первый был внук, а вот сейчас дочь родила внучку. И я такое коротенькое стихотворение придумал, как бы: в эту синь осеннюю, бросив все дела, внученьку Есению дочь мне родила. Или у меня вот такое есть, как бы 3 музы. Нежная, добрая, склеена, сложена, музыкой сложною мир бытия убрана. Стряпана, боли все спрятаны. Кто эта женщина? Мама моя. Пахнет загадкою, в соль кладет сладкая. Тихая, шумная, ты не одна. Смелая, верная, любит, наверное. Кто эта женщина? Это жена. Светлая, тонкая, дождиком звонкая. Брови, реснички, глазки, как и ночь. Годы зеленые, ночи бессонные. Кто эта девочка? Папина дочь. Вот такие. Мне кажется, ваши родные прям гордятся вами. И, честно, если бы вот так я проснулась, а утром мне папа прочитал подобное стихотворение, я бы, наверное, как минимум расплакалась, да? Вот, а все-таки вы считаете, что это дар свыше вам, да, дарован вот именно такое поэтическое восприятие вообще жизни? Вот? Да, я думаю, что поэзия – это поэты, это поцелованные Богом. Это, наверное, все равно дар какой-то. Если бы все люди писали стихи, это было бы неинтересно. Да. А вот пишете ли вы, допустим, какие-то прозаические произведения, может быть, какой-то роман? Ну вот у меня в мечтах все это писать определенное, допустим. Я все хотел про Евпатия Калаврата написать. И вот берусь и Пока не получается, да. Ну вот тогда возникает следующий вопрос. А бывает такое, что вообще не идет рифма? Вот хочу, вот там, я не знаю, мероприятие, юбилей поселка, да, Алекминска. Хочу написать стихи, чтобы гимн сделали, да, и не получается, или всегда получается? Вот самое сложное вот эти писать стихи такие к юбилеям города, там еще какие-то, да. Бывает, не можешь ты никак, выдавливаешь из себя, а то, что ты выдавливаешь из себя, это уже не стихотворение, Да. это как бы набор слов, я так думаю. Да. Это надо, чтобы шли стихи от души, в душе они родились, а ты же сам не знаешь, про что ты будешь писать, и оно как бы пришла муза, и полились стихи, и, в общем-то, и вот так. Эдуард, вы очень много посвящаете вот именно
стихотворении своей семье, своей родине, вы воспеваете красоту якутской земли, да? А вот что для вас единство, вот единение? В чем оно заключается? Единение. Я родился в Алепинске, где у нас много национальностей, много традиций, обычаев. И мы все живем, как говорят сейчас, толерантности. Мы с малых лет живем все вместе в одной семьей. У меня друзья есть и дагестанцы, и татары, и буряты, и русские, и украинцы, и молдаване. Ну, все. Мы как бы не считаемся. Тем более, что я вышел родом из СССР, и мы как братья. У нас такого нету понятия, что ты там такой-то, я такой-то. Надо уважать, любить, уважать. То есть, а основа единства для вас это все-таки что? Толерантность, любовь, уважение, что? Да, это уважение. Толерантность — это не наше слово, чужое слово. А это уважение, просто надо уважать друг друга. И снисходительно относиться к каким-то мелочам или что-то там. Надо просто уважать. Эдуард, ну хотелось бы еще послушать четверостишие. Давайте что-нибудь вот о родине, о любви к своему родному краю. О родине, да? Да. Давайте лучше «Шаманка вьюга». Да? Давайте, что хотите. Лишь дали осенняя снегом укроет, и реки примерят зеркальный хрусталь, шаманка вьюга заплачет, завоет в таежных распадках, рождая печаль. Остывшие бусы, багряной брусники, седая шаманка примерит на грудь, и дико камлая холодные блики рассыплет по ветру, отметив свой путь. Запляшет под бубен, смеясь и рыдая, забьется на солнце вороньим крылом и мерзлым дыханием, углы обметая, остудит к утру мой бревенчатый дом. Задует снегами дворы и дороги, швыряя по окнам крупой ледяной, встряхнув бубенцами, покинет пороги и канет в тайге за туманной рекой. Спасибо большое, браво. Ну я прям сижу, и вот мне прям хочется, у меня картинки сразу, да, рисуются. А вот есть ли какое-то стихотворение, которое для вас самое дорогое? Вот кому посвящено оно? Самое дорогое? Ну, у меня просто к женщинам. К женщинам. Это все женщина и природа, они как бы взаимосвязаны и как бы гармонично сочетаются в поэзии. Спасибо. Спасибо большое, Эдуард. Мы желаем вам, конечно, творческого вдохновения. Творите, созидайте. И дай Бог, чтобы таких талантливых людей у нас в республике было как можно больше. Ну а мы сейчас уходим на рекламную паузу. Итак, сегодня мы говорим об единстве, и если до этого наш блог был посвящен более поэтической ноте, да, когда человек пишет стихи, любит родину, женщину, да, то последний блог мы решили объединить всех телезрителей с помощью юмора. Ведь действительно, когда ты смеешься и когда ты счастлив и радуешься, неважно на каком языке, ведь, мне кажется, шутки можно понять, даже если ты не знаешь языка, и неважно, мужчина ты, женщина или ребенок. Смех, он ведь продлевает жизнь. И попробуем сегодня это сделать с моими гостями. Борислав Степанов и Айсен Тарасов. Проходите, ребята, здравствуйте. Ой, красавчики, приходите. Для тех, кто, возможно, не узнал ребят, не надо стоять как истуканы, присядьте. Вот сюда, пожалуйста, один. Один вот сюда. Ребята, это у нас вайнеры. То есть вот такое движение есть. Давайте немножечко представим. Айсен, расскажите, что такое вайнер движение? Я Борислав. Борислав, Айсен. Давайте начнем. Доброе утро, город женщин. Город женщин, это мы здесь, не туда смотрим. Большой привет из города мужчин. Мы по вам скучаем. Прямо скучаете с утра пораньше уже. Да. Хорошо, молодцы, ребят. Ну что такое вайнеры, и что за движение, и насколько популярно оно в Якутске? Давай рассказывай. В данное время вайнеры это они в Инстаграме снимают видео одноминутные ролики. В основном смешные. В основном. Но не всегда. Не всегда, Не всегда залетает. В общем, тут в Якутске действует где-то групповых вайнеров 4, да, вроде? 3-4. Да. Да, это Хитсвайн, мы, Боюнс и... Короче, в общем, много-много, да? Да. Ребят, то есть вы, по сути же, тоже творите, да? Вот если человек у нас писал стихи, а вы у нас больше креативите вот именно в плане создания роликов, да? По юмору, да. Мы еще являемся бывшими
КВНщиками. А бывшие КВНщики бывают? Нет, Нет. Нет, да. пожизненные Мы такой статус. КВНщики и актеры кино. И в будущем мы хотим работать в мэрии. Ну, КВНщики. В мэрии, нет. все КВНщики мэрии, да? Отлично. Ну что, ребят, я сегодня говорила и о женской красоте, да? Человек вот у нас сидел и рассказал о том, какая она. Вы видели, наверное, сюжет, да, как на улицах, да, люди говорят, какая идеальная женщина, да? Вот для вас образ идеальной женщины какой он? Она должна очень хорошо смеяться и очень хорошо готовить. И дать мне поспать. И, ну, в принципе, все. Все. То есть как готовить и смеяться одновременно желательно, да? Да. Типа такого. Для меня идеальная женщина это скромная, естественная, когда она просыпается утром 1 января без краски и чтобы... Только 1 января Да. без краски просыпается, в остальные Ну, сразу. когда естественная и скромная. Естественная красота, за естественным. Ну что, я хочу посмотреть, насколько хорошо вы знаете мир женщин. Проведем для вас такую небольшую викторину. Для этого присаживайся вот сюда. Хорошо. Один. Нет, ты там сиди, ты куда за ним? Он всегда со мной. Да, везде за тобой. Так, ну что, смотрите, товарищи, я задаю вопрос, нужно дать полный ответ на него, да? И желательно, давайте сделаем мы так, по хлопку. То есть, кто быстрее хлопнет, тот имеет возможность ответить, понятно? Давайте. То есть Типа нужно... кнопка, да? Да, у нас кнопки Хлопок бим это нету, кнопка, ну вот давай хлопок. Так, а он уже подглядывает. Так, хорошо. Ну, начнем первое. Какое женское имя носит планета Солнечной системы? Алиса. Какая Алиса? Не в тему. Солнечной системы. Планета, о боже. Венера. Венера, умничка, 1-0. Какое самое обескураживающее оружие у женщин? Перцовка, Кто? Нет, еще. Глаза. Нет, обаяние, нет, Каблуки. нет, запах, нет, глаза, нет. одежда, туфли, Оружие женщины еще... улыбка. Улыбка. 1-1. Хорошо, дальше. хорошо. Ну. Как называется уход за ногтями ног? Уход за Ногтегрызка. ногтями- Ногтегрызка нет. За ногтями ног, Да, это же... Ухода ногтевой сустав. Нет, говорит. ногтевой сустав. Все, пошло в кучу. Да. Уход за ногтями ног. Этот... Нет, Депиляция? нет, маникюр, педикюр. Педикюр, умничка. О, боже мой, так хорошо. Откуда знаешь? Скупка разнообразных вещей, которые улучшают Шопинг. настроение женщины. Шопинг. Шопинг, молодец. Дальше. Куда наносится хайлайтер? Вот здесь. О, вы прям вот здесь, что ли? Хайлайтер. 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 Хайлайтер где? Куда хайлайтер наносится? Хайлайтер, наверное, брови? Нет, Нет, губы. хай это вверх, значит, в губы. Хайлайтер, мальчики, куда наносится? У меня есть хайлайтер, кстати, где он? Хайлайтер, вот здесь. Нет, да? Ну, примерно здесь, ну вот здесь, короче. Ну, Хорошо. я же Да, хорошо. показал правильно. Ладно, специалист по макияжу. Хлопаем, хлопаем. Маникюр, Как маникюр, ты что? Специалист по макияжу, да. Макияж. Визажист. Умничка, хорошо. Дальше. Я Что такое знаю. консилер? Быстро. Консилер? Вариант консилер. Что это может быть? Консилер. Это тоналка же, типа. Да, тоналка, молодец, хорошо. Дальше. Скажите, первая женщина на Земле? Ева. Да. Ева, молодцы. Как выглядят ботфорты? Ботфорты, они толстые и Толстые? высокие. Куда одевают их? На голову нет, конечно. На ноги, хорошо. Где использует женщина ацетон? Снятие локтей. Снятие лака, снятие лака. Лака. И- Молодцы. Можно ли пассировать волосы? Что Нет. делать? Пассировать волосы. Нет. Стирать? Пассировать. Нет. Пассировать, это что такое? Типа Пассировка. Что Нельзя. паз сделать. это? Пассировать, мальчики, это на кухне. Хорошо. А знаете, что такое баланшировать? Балансировать это баланс между кухней и туалетом. Ай, ты курушка. Так, хорошо. Какой рукой нужно есть суп? Быстрее, быстрее, Правой. быстрее. Правой? Ну, Какой который у рукой тебя нужно есть. есть суп? Где суп? Суп. Где ложка? Где ложка, рука? Ложкой надо есть, правильно, а не Ложкой рукой. Умничка. Назовите женщину-актрису. Натали Портман. Молодец. Назовите женщину-политика. Сарда Арсентьева. Молодцы. Назовите женщину-телеведущую. Дарья. Молодец! Хорошо. Дарья сообразила. Так, ну, это здесь вот давайте остановимся немножко, это весь сумбур этот. Ребята, вот скажите. Сложно, да? Счет такой ввел. Баланшировать. Это что такое баланшировать? Баланшировать – это обрабатывать кипятком продукты, товарищи. А пассировать? А пассировать – это мелко резать, вот лучок когда, и жарить. Вот так вот. Поэтому не вздумайте сказать «пассирую волосы». Конечно, я сказал нет. Конечно, я сказал нет. Хорошо. Ребят, у вас очень интересное такое, да, движение, да? Вы продвигаете вот это вайнерство, да? Все-таки основная цель-то какая? Мы занимаемся больше как дарим людям добро или преследуете другие цели какие-то? Ну да, в первую очередь мы дарим людям добро. И заодно сами развиваемся.
как люди, как личности, как мужчины, как актеры, как авторы, и так далее. Как пассировщики. Как пассировщики, да? Ребят, а все-таки это ваш основной вид деятельности? Или вы в простой жизни там работаете, там, я не знаю, экономистом, к примеру? Сейчас, да. Сейчас мы актеры, ведущие. Тамада, да? Да, и непосредственно вайнеры. снимаем вайн. Вот недавно у нас в этом году, вот 10 октября, вышел наш фильм, не наш, но совместно с Сахаковыным и с мультимедийной студией «Среда» вышел фильм, наверное, слышали, назывался «Экспедиция». Фильм вы там на принимали якутском. участие. На якутском языке есть субтитры, можете подойти, посмотреть. Посмотрите, да. молодцы, ребят. Сейчас идет в кинотеатрах, кстати. А вы знаете, что вот совсем скоро грядет хороший праздник, День Хэллоуин. единства? Хэллоуина. День единства. Хэллоуин, вот о чем думает молодежь нынче. Мы сегодня говорили об единстве, да? День народного единства. А вот для вас все-таки, что этот праздник был? Вот какой бы, допустим, ролик Для вы бы меня могли это снять? всегда был выходным, когда шла учеба и все. У вас ассоциация Да, это с выходным. да. Да? Для тебя что этот день? Для меня День единства – это когда я поздравляю своих друзей из других национальностей. Чукурук, так Не делаешь, очень да? круто, как мило. Какой милый Пассировать мальчик. лучше. Пассировать, запомнили мальчики слово, да? Хорошо, ну давайте продолжим, еще пару вопросов. Хорошо, для вас Давай. такие пошокируют. Что такое пелерина? Пелерина это... Это балерина, которая лепит пельмени. Нет, еще варианты. Что такое пелерина, мальчики? Пелерина от слова Пелер. Пеле. Ну, думаем. Это пелерина. Пелерина. Ну, я думаю, это пилка для ногтей. И кукурушка. Нет, конечно. Мальчики, пелерина это такая вот накидка вот сюда одевают такую. То есть, если вдруг девушку увидите красивую 1 января без меховая такая, косметики, но в пелерине, да. накидочка на ней, это пелерина, Значит, хорошо? она в пелерине. Какой предмет женской одежды часто превращался в копилку? Вот где могли женщины раньше Бюстгальтер. копить? Бюстгальтеры, что ли? Нет, еще. В копилку? В копилку. Вот туда Ну, складывали, туфли. копили бабульки все. В туфлях не накопишь Чулки. много. Чулки, молодец. Вот туда все складировали, молодцы. А что такое монокини? Кто знает? Кто знает? Монокини. Монокини. Какая-то корейская движуха, да? Нет, не Моно. корейская движение. Моно это один. Один, Кини молодец. это Кини. кин. Это пупок. Это кин. Кстати, близко, ты очень близко, Да? дорогой мой. Монокини. Монокини это пирсинг Топик. для этих... Нет, Чукушка, нет. Моно, вы правильно, один. Кини это что-то в районе пупка. Ну давайте проведем аналог. Бикини. Значит, монокини Это один большой купальник. ну небольшой прямо. Ну, один маленький купальник. Один большой, хорошо. Что такое тарталетки? Тарталетки Это еда. маленькие вкусняшки. Маленькие вкусня. Печенье, балетки? балетки это Это ноги. молодцы. Это обувь, да. Да. обувь. Что такое сабо? Где носят девочки сабо? Сабо. Почему вы на Сабо. него... Где? Куда можно надеть? Как ты думаешь? Сабо? Где-то сабо. Сабо. Вот здесь где-то сабо, Да, говорит. Ну, в голове где-нибудь. А где? Нет, да? Вы что, реально не знаете, что ли, Нет, не мальчики? знаю. Это не Это обувь. Вот так вот. Хорошо. влетит Что означает 40 ден? Это валюта, наверное. Валюта Если Дениса. бы- мне кажется. 40 ден, мальчики. 40 Денисов. Денисов, 40 Денисов нет. 40 ден это мальчики. Вы что, никогда колготки не покупали? Нет. Это размер... Не размер, это Это не и толщина, да? Плотность, Плотность, молодец, хорошо. Умнички. Назовите 3 вида завивки волос. Чем завивают волосы девушки? Кудряшки? Это виды. Кудряшки-то потом итог. Вот чем это делают? Чем? Чем? Бигуди. Бигуди есть еще? Бигуди, Плойка еще? плойка. Тут тупо Расческа. повторяю. Нет, плойка и этот, Это подушка. фольга. Фольгада. Ну, фольгу же... Это твоя мама только делает. Еще что? Ну, Ну, молодцы, хорошо. А филировать что такое? Филировать волосы, что это? плоским делать, да? Плоскими, да. Филировать волосы. Наоборот, наверное. Типа Объемные волосы. объем давай. Да. Ну, филировать это значит вот так везде чуть-чуть по чуть-чуть убирать, и тогда получается объем ножницами. Молодцы, справились с задачей. Век живи, век учись. Да. Молодцы, узнали новых 2 слова. Да. Какие? Балансировать. И? Пассировать. Балансировать, это что у нас было? Балансировать это... Я забыл. Она не сказала, что забыл. Как не сказала, я для чего тут сижу? Пассировать. Пассировать Это лук, да. мелко Это мелкими резать, кусками лучше. обжаривать. Балансировать это... Балансировать это... Я забыл. Аю-ая. Вот это.
Обработка кипятком овощей. Обработка кипятком овощей. Все, ПП, запомнили? конечно, Ну что, ребят, спасибо большое. Давайте передадим всем женщинам нашей республики огромный привет от мавайнеров. Давай, Хорошо. первый. Всем женщинам Якутии огромный привет. Вы самые красивые, вы самые умные, самые бьюти. Самые бьюти. Мгм. Пожалуйста. Ну что ж, дорогие дамы, дорогие наши женщины, мы вас поздравляем от имени якутских инстаграмеров с чем, не знаю, с добрым утром и желаем вам очень хорошего дня. И я хочу пожелать своей девушке Алисе хорошего рабочего дня. Курушка, как мило. Ну и на такой позитивной ноте мы завершаем наш эфир. Не забывайте, вы видите обратную связь, свяжитесь с нашей редакцией, если вы желаете стать участником нашей программы. Мы, конечно, не прощаемся, увидимся совсем скоро.